Добрый день, дорогие удмуртские друзья, соратники. Сегодня 17 апреля, и у нас сегодня телемост Краснодар-Удмуртия. Давайте поприветствуем друг друга, познакомимся. Добрый день. Значит, меня зовут Александр, по отцу Вячеславович из рода Булдаковых. Значит, на сегодняшний будничный день являюсь депутатом городского совета города Ижевска, Удмуртской ССР, и председателем Союза коренных народов Великой Руси РСФСР СССР, также председателем общины Удмуртского региона. Да, меня зовут Сергей по роду Мангушев, сын Владимира. Являюсь председателем исполнительного комитета города Ижевска, Удмуртской АССР. Действующий депутат. Как-то так. Да. Марина Борисовна Мелехова, народный правовед, блогер, общественник, руководитель комитета средств массовой информации Краснодарского края СССР. Очень рада. Тоже ваш YouTube-канал смотрю. Очень приятно. Да. Давайте, установим сразу точки соприкосновения, что у нас есть общего. Естественно, цель сегодня одна. Это объединение всех регионов, всех городов, граждан СССР. И, в общем-то, на основе какого мы начнем объединение. Александр, давайте вас послушаем. Да, благодарю, Марина. Значит, мы долгое время тоже шли к этому, как и все, я думаю, граждане Советского Союза. Я первое, с чего начинал, это непосредственная власть, это Бознин Лариса Николаевна. Многие сегодня, кто по советской теме, значит, работает, они тоже с этой темой... чуть-чуть подальше сесть, а то лицо половина не видно. Немножечко, чуть-чуть, извиняюсь, подальше, да, вот, чтобы вас было видно. Были связаны, значит, через это прошли, вот, изучая на тот момент законодательство Российской Федерации, но в итоге, конечно, вот так получилось, что мы, многие из непосредственной власти перешли так называемых восстановителей обновленного Советского Союза. Значит, к чему мы пришли в Удмуртии, да и не только в Удмуртии, в других регионах мы по скайпу общались. На чем мы должны сегодня базироваться, на что все опираться, что нам позволит объединиться и прекратить все вот эти вот разногласия, которые между нами существуют. Мы обязаны сегодня все вот просто сказать себе, признаем мы советское государственное право или не признаем. Если мы признаем советское государственное право, если мы осознаем, что мы граждане Советского Союза, а то, что мы граждане Советского Союза, нам об этом говорит сама Российская Федерация, поскольку мы обращались с запросами туда, в МВД, и вот что Сергей Владимирович, что я, мы имеем ответы от руководства с печатью, с подписями, где черным по белому написано, что информации по нам, что мы обращались с заявлением о принятии гражданства Российской Федерации, отсутствует. О том, что вы не выходили, вернее, выходили из гражданства СССР, тоже отсутствует. Таким образом, сама Российская Федерация подтверждает, что мы граждане СССР. А раз мы граждане СССР, значит, узнав о том, что вспомнив, что в Советском Союзе все-таки действовало советское государственное право, вот, я считаю, мы сегодня вот просто все должны принять решение, все. Неважно сегодня, есть там советы, есть исполкомы, если там есть группа граждан, они еще, допустим, не создали совет, ничего не создали, но они уже есть. Мы обязаны просто вот принять это для себя, что мы все опираемся строго на советское государственное право. Вот тогда вот наше мнение здесь в Удмуртии, что все вот эти, значит, то, что сегодня удается нас растаскивать, это все начнет прекращаться. Потому что все вот эти вот верховные советы, которые сегодня созданы, да, я понимаю, там тоже люди искренне хотят возобновления, восстановления, но то, что делается сегодня, нас просто растаскивают. Вот, и это надо прекратить. Нам сейчас надо просто собираться, пока вот хотя бы в интернете почаще, объединяться, делиться опытом и, значит, принимать решения. Я вот как вижу это в принципе, ничего изобретать-то не надо. Надо просто посмотреть, как это делали наши прадеды, восстанавливая, вернее, закрепляя советскую власть.
То есть мое предложение нужно провести чрезвычайный съезд Советов депутатов трудящихся. То есть на этот съезд должны прибыть с мандатами от народа депутаты. От всех регионов, там, где созданы советы народных депутатов, исполнительные комитеты. Вот этот съезд, чрезвычайный съезд. Вот у нас, например, в Удмуртии в свое время так была принята первая конституция чрезвычайным съездом Советов депутатов трудящихся. Он будет иметь силу. Поэтому нам сегодня нужно всем регионам осознать это, прийти к этому и провести этот съезд. И вот именно на этом съезде начать формировать Верховный Совет РСФСР. В дальнейшем из депутатов. Причем это люди должны быть с регионов, которые реально сегодня что-то уже делают. Вот мы с Сергеем Владимировичем как можем, так, насколько позволяет наше физическое здоровье, время, финансы, мы реально здесь восстанавливаем советскую власть. То есть, да, мы за это страдаем, там, Сергей отсидел 10 суток, я недавно в камере, значит, ночевал, там хотели на 15 суток посадить, но не получилось у них ничего. То есть мы знаем, что, Марина, ты тоже побывала уже не раз. То есть мы реально на местах делаем. Так вот, на съезде должны представлять регионы именно такие люди, а не те, которые сидят в чатах сегодня, создают вот эти всякие структуры, а на земле ничего реально нет. Вот согласна. Это наше предложение. Наше предложение. Мы переговоры, разговариваем с пермяками, со Свердловской областью, значит, рядом с нашими регионами. В принципе, нас люди поддерживают, что нужно сейчас на местах формировать законодательную, исполнительную, судебную власть, готовить депутатов, чтобы эти депутаты с мандатами ехали на этот чрезвычайный съезд. И именно на этом съезде принимать решения, делать заявления. А предварительная повестка съезда, Александр Вячеславович, озвучьте предварительную повестку. Повестка чрезвычайного съезда, вот я сейчас с москвичами общаюсь, тоже с Верховным Советом. Вот, в принципе, у них там тема интересная, они говорят, мы должны заявить, я считаю, ноту протеста на заявление Ельцина в международном, в ООН в том числе, о том, что это совершено было преступление, и это все сделано было незаконно Ельциным в то время. Вот. Затем, значит, мы должны заявить всему мировому сообществу, что Советский Союз и советский народ существует, мы есть на этом чрезвычайном съезде. И заявить официально о том, что мы приступаем к формированию, значит, Верховного Совета РСФСР с последующим формированием президиума, и, соответственно, Верховного Совета СССР. То есть начинать надо с Верховного Совета РСФСР. С переходом, значит, понимаем, мы сегодня понимаем, что союзные республики мы не можем оставить ни в коем случае, потому что там тоже наши люди, советские граждане. Вот. И насколько сегодня известно, даже в прибалтийских республиках тоже сейчас уже люди проснулись и ставится вопрос о Советском Союзе. Да. Вот. Да. Вот это первоначально, но мы должны, смотрите, это не я должен один решать, и не одна наша, допустим, Удмуртия, это мы должны решить совместно, когда мы объединимся, несколько регионов, даже вот хотя бы здесь в скайпе, в чате, неважно, в зуме где там, да, и вот эту программу разработать, какие заявления, может быть, кто-то еще что-то предложит, да, но мы сегодня должны от имени чрезвычайного съезда Советов депутатов трудящихся заявить всему мировому сообществу, что Советский Союз есть, что мы есть здесь, граждане. Что советский народ жив. Жив, это в первую очередь. Да. И что... Никуда нас никто не дел, мы живы, и мы требуем социалистического строя. Да. Мы можем обратиться, допустим, за помощью какие-то, выбрать государства, которые бы нас, чтобы поддержали нас как советский народ. Вот. Мы тоже здесь продумываем. Мировому сообществу можем. Мировому сообществу обязательно, что советский, я еще раз говорю, что обратиться как советский народ от чрезвычайного съезда с полномочиями, то есть депутаты с мандатами от народа должны приехать. Вот этот,
разработать там этот мандат, там какой формы, это несложно. Но чтобы действительно приехали люди с регионов, от народа. Ну как это было, когда вот эта советская власть укреплялась все. Там ведь ехали люди, вот допустим, я знаю, с Удмуртии у нас ехали в Москву. Они ехали от народа с мандатом. То есть их выбрали здесь, и они ехали. И это было легко проверить. А сейчас тем более легко проверить. Действительно, по интернету. Да, по интернету. Да. Вот такое абсолютно вот наше такое предложение, и мне кажется, это будет иметь силу, вот этот чрезвычайный съезд. Ну, Виталий Иванович Иванов уже сколько месяцев просит провести этот чрезвычайный съезд с мандатами от народа. Он, ну, как бы вот сейчас вы сказали, я уже начинаю понимать, что действительно без него нам не обойтись, без этого чрезвычайного съезда. Да, согласна. Без него никак не обойтись, потому что сегодня даже вот у нас в Удмуртии те люди, которые, ну, считали нас, может быть, какими-то ненормальными по теме Советского Союза, но в связи с этой ситуацией, которую придумали с коронавирусом, все вот эти вот блокировка вся эта, они тоже начали задумываться. Вот я недавно разговаривал с предпринимателями, они говорят, то есть суть в чем была разговора? Встреча с ихними юристами, чтобы мы объяснили юристам ихним, в их вот этих вот организациях по теме Советского Союза. Но они нас уже сейчас понимают и поддерживают, потому что они видят, что происходит. Они это реально чувствуют уже на своем кармане, на всем они это чувствуют. И они понимают, мне что понравилось в них, они понимают, что это не кончится 30 числа, это будет продолжаться, это все. Да. Вот. Я вам еще хочу донести первым. Вот я сегодня сделала обзор проекта, который уже в третьем чтении принят вчера Госдумой, 896-438, проект федерального закона. Представляете, уже он принят в 3 чтениях, осталась неделя. Называется он «О внедрении технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации, городе федерального значения Москве». Представляете? Эксперименты они решили провести. Уже в Москве внедряют искусственный интеллект. Цель этого проекта – обезличивание человека, полное обезличивание человека и внедрение ему определенных чипов. Прямо они уже не скрывают. Все, вот он, федеральный закон. Другого нет варианта нам, кроме как объединяться и восстанавливать советскую власть. С этими либералами нам вообще не по пути абсолютно. У них цель – это новый мировой порядок, электронно-цифровой концлагерь. Это вот он уже. Я в шоке, как они мгновенно его приняли, 3 чтения, этот закон уже обезличивания человека. Все, я не знаю, куда они нас приведут, если мы будем молчать и разрозненно действовать. Поэтому полностью поддерживаю, Александр Вячеславович. Да, про съезд надо будет еще прямо четко повестку у народа спросить. Вот можно сейчас я эту запись размещу тогда. Прямо сейчас я вот обращаюсь ко всем, кто смотрит мой YouTube-канал. Уже 150 тысяч подписчиков. Пожалуйста, в комментариях оставляйте ваши предложения, ваше мнение по поводу проведения чрезвычайного съезда, предложенное нашими удмуртскими соратниками. Предложение по поводу создания. А где вы предлагаете, в каком городе его сделать, чрезвычайный съезд? Ну, я пока не знаю, я не готов ответить. Это сейчас пока это самое, не готов я ответить, в каком городе. Вот. Я считаю, что это делать не обязательно в Москве, но в крупных городах. Вот. Может быть, это можно будет провести в Ижевске, либо где-то, ну, в общем, в провинции. Вот. Я думаю, что это будет спокойнее. Да, можно и в Краснодаре. У нас можно есть в Краснодаре, штаб. Да, можно в Краснодаре. То есть здесь суть-то в чем? Не факт, что ну, то, что Москва, там, я понимаю, столичные города, это ничего не значит. Сам факт, что народ соберется, вот это сила будет. То есть чрезвычайный съезд, он будет иметь огромную силу. Я тоже вот сейчас вот обращаюсь, пользуясь случаем, к советскому народу. Несмотря ни на что, я понимаю, там сегодня нас растаскивают по Верховным Советам, значит, давайте мы это все на миг забудем и вспомним, что мы граждане Советского Союза,
и есть советское государственное право, особенно обращаясь к мужчинам. Вот, у нас, к сожалению, сегодня, я говорю это правду, вот, как бы там оно ни было, к сожалению, сегодня у нас женщины более активные, чем мужчины. Это факт. Вот просто я вижу это все вот по всем регионам. Женщины сегодня на более таких активных позициях. Вот. Я обращаюсь к мужчинам. Вспомните, откройте свои военные билеты, прочитайте, что там у вас написано. Вспомните свою воинскую присягу. Да, мы были молодые, мы не осознавали до конца тогда все это, важность этого момента, когда мы принимали присягу. Но сегодня-то в этой сложившейся ситуации мы все понимаем. И кроме нас никто в стране ничего не сделает. Никто, поверьте, никто. Никакое чудо не совершится. Посмотрите, я вот сейчас вам просто рекомендую, если кто не смотрел, фильм «Эпидемия» от 2019 года Российской Федерации. 8 серий всего, там все показано. Тот, кто этот фильм снял, он, видимо, нас решил предупредить, что нас ждет вообще. Посмотрите этот фильм, вот судьба наша будет, если мы сейчас ничего делать не будем. Поэтому я еще раз обращаюсь, давайте, значит, объединяться и принимать решения. То, что я сказал, какую тему озвучить на чрезвычайном съезде, это наше мнение, мое от Удмуртии, но любой может добавить туда. Я верю, что у нас в стране очень много грамотных, умных людей. Я верю в это. Просто мы разъединены сейчас, нас растащили. А наша задача объединиться всем в один кулак. И только вместе, только тогда мы будем той силой, которую на самом деле очень сильно боятся сегодня. Очень сильно боятся. Мы это сами чувствуем и видим. Они боятся нас. Да. Но я, воспользуясь случаем, сразу приглашаю в Союз народных блогеров, поскольку у вас YouTube-канал есть довольно активный. Тоже вступайте. Тут именно Союз народных блогеров. Мы на принципах справедливости, честности, правды, взаимодействия, именно помощи друг другу. Поэтому вот если вдруг что-то случится, закрывают или что-то, вот у нас уже 27 народных блогеров, там Вячеслав Осиевский, Мария Каменская, YouTube-канала Михаил Назаренко, то есть вот такие оппозиционные блогеры. Приглашаю вас тоже вступить в Союз народных блогеров. Хорошо. Ну, Сергея давайте послушаем. Ну да, я немножко добавлю. По Верховным Советам, которых у нас расплодилось уже довольно-таки много, и сейчас вот, как я говорю везде, чтобы ни мы к ним поднимались, а они спустились здесь на землю, и в поля-то уже выехали вместе с нами, встали у Сахи. Соответственно, генералов не бывает без армии. И вот мы сейчас ко всем обращаемся, опять же, чтобы мы здесь сейчас объединились, забыли все, закопали топор войны. У кого-то есть недомолвки, у кого-то там еще что-то, кто-то там маскируется под Верховные Советы, кто-то маскируется под Верховные Соборы. Все это одна история растаскивания, правильно, нас в разные группы. Но если мы хотим одного Союза СССР, мы должны объединиться и должны понимать, что, ну вот я только насчитал около 10-12 Верховных Советов, соборов и так далее. Как бы, ну, как бы мы этого не хотели, нас заставят это сделать. И РФ, в том числе, она нам помогает. Она помогает нам просыпаться. Те, кто раньше не понимал. Коронавирус нам помогает. Конечно. Кто раньше даже не понимал этого. Вот сейчас у меня вот тут жена ходила тут к парикмахеру. Она говорит, ну уж если она тогда была за РФ, там говорила, все, ничего не надо. Сейчас она готова, уже парикмахер, говорит, готова взять вилы в руки. Наконец-то до людей начало доходить. Понятно, к чему они ведут. Они хотят столкнуть опять нас лбами и на этой волне прийти по новой к власти. Перекрашены, не перекрашены. КПРФовцы вот сейчас вот у нас начали заказывать тут футболки СССРовские. 28 лет им не надо было СССР, они верили в РФ, и сейчас вот они тоже опомнились, и в том числе про СССР. Вот. Те, кто придумывают положения, которые непонятно о чем, вот в том числе вот положение ОУ, особые условия, тут мы обращались и к Новокуйбышевским, которые тоже очень много там действуют, но тем не менее основных-то правовых-то оснований у них нет для этого. Я пытался выяснить, но почему-то мы они разобрались тоже, что вообще нету. Но на контакт они тоже не хотят вести. Почему? Это тоже второй вопрос. Вот Александр же сказал, если мы все соблюдаем советское государственное право,
у нас все разногласия уходят в никуда. Мы просто начинаем действовать в одном звене. Это начинается слаженная группа. Вот к чему мы должны стремиться. И то, что сейчас вот проводятся эти съезды, это просто все распыление. Мы должны, да, мы должны прийти к одному все-таки знаменателю. Как мы вот сейчас начинаем и с другими группами это переводить. Может быть, все-таки прийти-то к тому, что мой друг, а потом тому уже, как это, по-семейному, когда мы создадим обратно нашу большую группу из 15 республик, ну, для начала, конечно, мы должны собрать РСФСР, провести какой-то съезд чрезвычайный, который будет гораздо и сильнее всех верховных советов вместе взятых по объединению. Правильно, мы обращаться-то будем уже как от народа. Тут не будет ни верховных каких-то правителей или еще что-то. Кроме того, я вот, Марин, тебе тоже отправлял газету «Рассвет» выпустили. Отлично. С славянскими. Да, предлагаем вам публиковать. Да. Я и Александр являемся главными редакторами, так что предлагаем вам тоже печататься и получать эту газету у нас. Мы печатаем абсолютно всю информацию, согласовывая с вами. Напишу статью. Я хочу написать обращение к женщинам. Возможно. Отлично. Такое? Обязательно. Мы даже настаиваем, чтобы регионы печатали. Мы можете дать нам свои контактные телефоны. Мы на 4-й странице печатаем все контакты СНД, исполкомов, которые вообще у нас находятся по мере возможности, по мере наполняемости газеты. Когда-то это входит, когда-то не входит. Но вот сейчас регионы подключаются. У нас уже более 15 регионов. С 3000 экземпляров, начиная с первого, мы выросли до 23 тысяч уже. Первая газета, первая страница теперь у нас в цвете выходит, там славянская символика везде стоит, славянский календарь, летоисчисление славянское, все у нас. Защитные славянские символы везде стоят. Ну и, соответственно, 4 пока республики союзных у нас получают: это Узбекистан, Украина, Белоруссия, Азербайджан. В электронном варианте мы туда переправляем. Ну, наверное, раз они расходятся по всем чатам, я думаю, может быть, они и в других республиках тоже получают. А кроме этого, 15 регионов — это только те, куда мы отправляем газету, не считая, я просто не считаю тех, куда бумажные варианты не уходят. Они расходятся фактически по всей территории РСФСР. Вот. По кооперации мы сейчас, вот Александр не сказал, но я пару слов скажу по ней. Мы по ней тоже проводим огромную работу. Мы сейчас тоже призываем всех объединяться в кооперацию. Закон по кооперации, он принят не Горбачевым, он принят... Ой, Саш, напомни мне, как фамилия-то? Ну, фамилия, он принят в 88 году, еще, будучи тогда Горбачев не был. Да, то есть это советский закон, то есть он действующий в интернете, закон о кооперации, Да, мы опираемся на него, в общем-то, мы никакие законы не нарушаем, и РФ, если она ссылается на международное право, тем более она должна соблюдать это законы. Хотя мы знаем, что РФ это является иностранной управляющей компанией. Тем не менее, вот, как-то если вот коротко, вот, в принципе, наверное, пока все. Так что, Марин, давай сейчас от тебя послушаем, что ты хотела сказать. Мы высказались. Я хотела спросить, Александр Вячеславович, Сергей, у вас уже какие-то действия сделаны по возрождению народной милиции? Смотри, Марин, по, значит, народной милиции. У нас, я как сказал уже, выбран министр МВД Удмуртской ССР. То есть это военный человек, офицер, служил в погранвойсках, в управлении ФСБ. После этого там у них часть попала под сокращение, то есть границу оголили. Он 2 года работал в полиции, в уголовном розыске. Увидев эту систему изнутри, после армии особенно, то, что он там рассказывал, то есть вот это все идет полное разложение, деградация полная. Там вообще это самое... Он начал интересоваться темой Советского Союза, он уволился из полиции, осознав все, и он сам пришел к нам и взял на себя полномочия, мы его выбрали на должность министра МВД.
Он своим приказом издал указ, значит, о формировании милиции. Он обращался к вашим сотрудникам по телефону, они общались, вот, в частности, там по форме, там еще что-то. С милицией у нас сейчас, если честно, вот таких кадров нет. Но мы сейчас делаем уклон на ДНД, добровольную народную дружину, согласно положению РСФСР о добровольной народной дружине. И формируем добровольную народную дружину. Почему это сегодня для нас так важно? Милицию там, во-первых, понимаешь, милицию кого попало, мы их не хотим брать. Это люди должны быть подготовленные. Да, начать с дружины. Да, да, все начинаем правильно. дружины, а уже через дружину будет отбор, если среди дружинников будут достойные уже значит, милицию. Почему нам нужна дружина? Мы сегодня понимаем, что продовольственная программа нам нужна. Вот Сергей сказал про кооперацию. То есть мы в рамках кооперации работаем, проводим работу с фермерами, с предпринимателями различными. У нас есть люди, которые занимаются производством там, молочной продукции, в общем, разные направления в сельском хозяйстве. Мы понимаем, что дальше так события будут развиваться, появятся мародеры, начнется хаос. А нам этих людей надо будет защищать, потому что полиция, она не будет их защищать, они им не нужны. Поэтому мы сейчас делаем уклон на ДНД. Вот. У нас каждый сотрудник ДНД обязан иметь значит, свой тревожный рюкзак, он есть у нас на случай вот этих всех событий. Значит, оружие у нас у всех лицензированное, то есть все законное, мы все прошли. То есть о чем это говорит? Что мы все адекватные люди. То есть оружие просто так не дает Российская Федерация. Мы прошли все медкомиссию, мы не пьяницы, мы не психи, мы нормальные, здоровые люди. Вот. Мы не собираемся воевать ни с полицией, ни с сотрудниками Российской Федерации. Мы просто сегодня хотим защищать тех людей, я сейчас говорю по, значит, программу в плане сельского хозяйства, чтобы нам не организовали голод. Вот и все. Потому что, ну, мы прошли через 90-е годы, я жил в 90-е годы, я видел, какой был хаос. Александр Вячеславович, извините, пол лица, но поставьте камеру на все лицо. Так я вот двигаюсь, вот так нормально. Вот так сидите, пожалуйста, вот все, так все, говорите. Нет, все, ты подальше чуть-чуть, Саша, сядь, у тебя поэтому подальше, как бы... подальше. Вот. Да, вот. все. Поэтому мы прошли через 90-е годы, мы помним этот хаос, когда, ну, в общем-то, криминал захватил все, а милиция бездействовала. Поэтому сегодня у нас есть люди-предприниматели, и мы обязаны организовать их защиту, потому что они производят продукты. Есть фермеры, которые сеют. Посевная у нас прошла, кстати, вот, все нормально. И чтобы они собрали урожай, и все это мы, ну, как бы сохранили для народа, мы сейчас эти все варианты продумываем. Вот. Ну, соответственно, общаемся с сотрудниками полиции. Вот, в частности, 22-го, когда меня задержали, был разговор с ППС по вот этому федеральному 57-му закону. Но есть информация, что их обрабатывают, обещают повысить зарплату трое. Задают вопрос, будете, не будете стрелять в народ. Пока они, как говорят, мы отказываемся, мы не будем стрелять в народ. Я говорю, но я им сказал, вы понимаете, парни, вы не выстрелите, другие выстрелят. А вы для нас, для простого народа, все одинаковые. Что росгвардейцы, что ППС, что ДПС, вы все одинаковые. Поэтому сейчас нужно думать вам об этом. Ни в коем случае нельзя этого допускать. То есть... Тем более, с учетом поправок в федеральный закон 97 ФЗ, что я делала обзор, там вообще по приказу они могут стрелять в народ, и им за это ничего не будет. Все силовики, это такие поправки. 92-й. Да. Да, сейчас вот мы, кстати, благодаря тебе и узнали об этом, все, вот прочитали, распечатали, вот тебе огромная благодарность за это, потому что именно так ты вот это... вступил в силу 1 апреля, вступил в законную силу. Мы в курсе, что он вступил в законную силу, вот. Поэтому мы сегодня вот делаем уклон на вот эту добровольную народную дружину, то есть в советском государственном праве мы ничего не нарушаем. ДНД у нас, согласно положению, оно регистрируется в исполнительном комитете, удостоверение выдает исполнительный комитет, и, соответственно, согласно положению милиции, положению ДНД сотрудничает со структурами МВД. Вот. Поэтому мы ничего не нарушаем.
с нашей стороны. Мы просто сейчас эти все механизмы продумываем, прорабатываем. И вот сегодня уже давайте есть... кто смотрит, давайте объявим прямо набор в ДНД. Что ж мы, 150 тысяч у меня Удмуртии очень много смотрит. Удмуртские мужчины, вот прям как женщина, обращаюсь к вам от чистого сердца. Пожалуйста, к Александру Вячеславовичу в Ижевске, да, вы находитесь? В Ижевске? Да, конечно, в Ижевске, да. А какой адрес вашего штаба? Можете сказать, пусть приходят, записываются. Улица Пушкинская, дом 144, офис 23. В Ижевске, улица Пушкинская, 124. Приходите, записывайтесь. 144. 144. Проявите свою сознательность. Понятно, что пока у нас нет финансирования, но по мере нашей активации и проведения чрезвычайного съезда и взятия советской власти, конечно, у нас будет финансирование и будем однозначно оплачивать, когда мы возьмем советскую власть. Но вот очень прошу мужчин из Ижевска кликнуться и максимально записаться в народную добровольную. Вот, давайте использовать тоже эфир с пользой. Извиняюсь, давайте, продолжайте. Благодарю. Вот. Значит, чтобы наши предприниматели, фермеры работали спокойно, мы, вот то, что Сергей сказал здесь, мы применяем закон о кооперации 1988 года и создаем кооперативы. Вот сейчас у нас эксперимент идет в Волнавском районе, то есть район там полностью этот эксперимент проводит предприниматели по кооперации. То есть несколько кооперативов, они объединяются и запускают между собой систему взаиморасчетов. То есть это для того, чтобы уйти от бибариков полностью. Вот. Но это есть уже примеры в мире, и у нас в России эти примеры есть. Вот сейчас это все обрабатывается, как только мы это все обработаем, обшлифуем, значит, это все будет, информация вся выложена, уже каждый в своем регионе может это делать. Кооперативы, согласно закону о кооперации от 1988 года, регистрируются в финотделах, в исполкомах. И они, соответственно, все налоги платят в исполнительные комитеты. Вот. Естественно, мы, как советская власть, заинтересованы, чтобы у нас все развивалось, поэтому налогообложение, там, ну, мы берем Советский Союз, опять же, там оно было разумное налогообложение, там сначала 3%, 5%, потом 10%. Вот. То есть там все благоразумно, но мы как сейчас рассуждаем, мы с одной стороны и кооператоры, мы с другой стороны и власть исполнительная. Что мы между собой не договоримся, что ли, если какие-то вопросы возникнут? Конечно, мы договоримся. У нас сейчас цель одна, восстановить, возобновить все, чтобы все заработало нормально, в разумных условиях. Вот, в принципе, у меня супруг тоже фермер в кооперации, я извиняюсь. То есть нам эта тема очень близка. Мы с ней работаем, у нас как бы фермерское хозяйство, и мой супруг находится тоже в кооперации. Я все это как бы изучила, знаю, поддерживаю, полностью поддерживаю. Это выход из состояния именно для экономики. Кооперация – это правовой выход для фермеров, для ИП, для тех, кто что-то производит, что-то выращивает. Так что это важно. Да, мы должны вот этим как раз воспользоваться, что вот и с другими регионами, потому что мы все это видели, что и у вас там по 100 тонн огурцов они выбросили, что у нас здесь в Казани рядом также не дали в продажу эти же огурцы. То есть все идет к тому, что нам планомерно хотят устроить голод. А здесь реальный выход, что мы между регионами, мало того, у нас сейчас есть и выходы на заграницу, мы прорабатываем их, чтобы и международная торговля пошла в планах кооперации. А как так меня видно? Ровно сейчас видно или перевернулось? Видео пропало. Сейчас нету? Нету, зависло. Зависло видео, Марин. Зависло видео. Угу. Что же делать? Как оно пропало? А сейчас... ты так красивая, Марин. Все, хорошо. Не вижу я видео. Продолжайте, да, давайте еще расскажите про кооперацию. Вот, я думаю, что междурегиональная вот эта вот торговля у нас, если мы здесь будем дальше это все продолжать,
Мы сейчас на местечковом своем уровне в Волнажском районе, как Александр сказал, все это сделаем, проведем. Я думаю, что это надо проводить и между другими регионами. И делать уже не как сырье, а делать в виде продуктов. Продуктов питания, в первую очередь, мы должны обеспечить себе продовольственную безопасность. Однозначно. 3 дня только, Марин, не завезут продукты и пойдут мародеры. Ну, ты, наверное, тоже видела уже, мародеры уже начинают я видела, я в шоке. выходить, мало-помалу отбирают сумки, громят магазины. Про это же не говорят по телевизору. Так что мы здесь должны быть готовы, мы не должны допустить 91-го года, как это была подготовка к РФ. То есть здесь я считаю, что Краснодарскому краю есть чем накормить Удмуртию, а Удмуртии есть чем поделиться с Краснодарским краем. И не только, конечно. Кроме этого, нас же смотрят, у тебя тем более очень много подписчиков. Всех призываем объединение в кооперацию. Кооперацию без бибариков. Мы должны найти выход, что мы можем существовать без иностранной управляющей компании. На самом деле все просто. Все за нас придумано давно. Зачем изобретать велосипед? Дедам нашим намного было сложнее поднимать после 17-го года страну, просто после Первой мировой войны, после революции, после красных терроров. Это было ничего не было. А у нас-то ведь все советское право, оно написано. У нас уникальная сейчас ситуация. Мы находимся на миллионном рубеже. У нас сегодня идет утро сварога наступило. Им уже некуда деваться. Так что вибрации повышаются. Опять же, хотим мы этого, не хотим. Наступил рассвет. Да. Мы символично поэтому и газету назвали «Рассвет». Сначала предварительно хотели называть ее «Искра», но вот подумали, что искра может потухнуть. А рассвет никто не остановит. Солнце, оно зайдет и обязательно. Никто не остановит. Так что победа будет за нами, по-другому не будет. Это процесс развития общества. Сегодня этот рассвет. Замечательно, очень-очень рада знакомству. Полностью вас поддерживаю в теме кооперации и, естественно, поддерживаю в теме советского государственного права. Это однозначно. Если мы будем на него опираться, все точки соприкосновения, все местечковые корыстные интересы, все растворится. Если это у них корыстные интересы, это все всплывет. Все маски будут скинуты, либо вы поддерживаете за советское государственное право, либо вы какие-то корыстные интересы тут используете, как в случае с Новокуйбышевском. Однозначно, это все всплывет, и это станет народу понятно, и пойдут именно за теми, кто поддерживает советское государственное право. Поэтому молодцы, что вы прям четко сформулировали это. Я вот тоже думала много, как же нам сформулировать. Принцип это понятно, что мы все хотим жить в свободной, созидательной советской стране с основами советского государственного права. Вот сейчас я добавлю вашу фразу. И, Сергей, мне очень понравилась ваша фраза. Вот надо ее прям акцентировать, обратить на нее внимание. Вот вы прям четко повторите ее, пожалуйста, в начале прям вашего разговора общего нашего. Вы сказали, что эти верховные советы обязаны опуститься с небес со своих на землю к народу. Именно обязан. Так. Повторите, как вы сказали, вот я суть уловила. Ну, в записи посмотришь, Марин, верховные советы должны спуститься, не мы к ним должны подниматься, потому что их масса, этих верховных советов. Они должны спуститься с небес на землю. Потому что генерал без армии это не генерал. И мы должны сейчас вот это понять все. Как только это все поймут, мы будем равны среди первых и первые среди равных. У нас тогда однозначно все эти проблемы все отвалятся. Вот как только у нас руководители всех этих верховных советов, верховных соборов поймут... Как только руководители верховных советов снимут свои короны, благодаря коронавирусу, и спустятся с небес на землю, и услышат вообще мнение народа об объединении всех течений, всех народно-восстановительных движений, тогда процесс у нас уже пойдет. Но уже то, что вот у нас скайп-конференция, уже говорит о многом, что мы короны свои сняли и абсолютно на равных условиях сейчас по-дружески, по-человечески беседуем на все темы. У нас просто выбора нет. Нас заставляет время так сделать так, что мы должны объединиться.
Поэтому то, что Александр предложил, создать чрезвычайный съезд Советов депутатов трудящихся, я считаю, это как раз та платформа, через которую мы можем обратиться как раз к мировому сообществу. Вот я приводил маленькие примеры. Приносят, грубо говоря, письмо от еще одного Верховного Совета в ООН, в Гаагу, неважно куда. И секретарь приходит там к Гутерришу или кто там сейчас там в ООН, я точно не помню. Он говорит, вот письмо тут от Верховного Совета пришло. А где у нас все Верховные Советы? А там в красной папочке. Ну так положите туда, в эту красную папочку. Где все Верховные Советы, вижу? Они, честно говоря, над нами смеются с этими Верховными Советами. Мы что отправили в Верховные Советы, что Верховные... Да. Но они не ответили. Мы собрали такое количество подписей, все четким образом отправили в Гаагский трибунал и на электронные почты, и нарочно, и как сказать, почтой, заказным с уведомлением. Никакого ни ответа, ни привета. То есть потому что, Марин, когда мы поменяем платформу, мы сейчас должны действовать нестандартно. И нас вынуждает в это время. Если мы создаем чрезвычайный съезд Советов трудящихся депутатов, соответственно, у нас уже совершенно другое. Мы же обращаемся-то как от депутатов всей страны. Вот что получаемся. А не еще одного очередного местечкового Верховного Совета или Верховного Собора. Тут это разные совершенно. Это сила народа выходит, а не Верховного Совета. Мы должны это делать. Детские болезни должны, как у меня вот супруг говорит, детскими болезнями надо переболеть в детстве. Так что пришло время-то повзрослеть и подумать, как мы это можем пережить. А мы должны сейчас объединиться. Само время это нам диктует. Так что у нас выбора не остается. У нас должно выбор, или мы объединяемся, или мы погибнем. Мы должны все сейчас применить, все усилия. Ко всем народным депутатам обратимся, депутатам, которых уже народ выбрал, у которых есть уже документы, мандаты, что давайте, пожалуйста, максимально. Может, вы, Александр Вячеславович, оставите какой-то контакт свой, чтобы именно вот вы как были точкой объединения всех депутатов для записи на чрезвычайный съезд. Марина, наши контакты есть внизу в газете. Я там мой номер на последней телефона, странице, да. На последней странице написано, значит, председатель военного трибунала. Там мой контакт, Александр Вячеславович Булдаков. То есть у меня 8-904 313 86 24. Но мы можем и написать, и это не проблема. Еще раз повторите WhatsApp ваш, повторите, пожалуйста, сейчас. Мой телефон 8-904 313 86 24. Отлично. То есть мы еще раз говорю, предлагаем всем, значит, выходить на связь депутатам. То есть, смотрите, сегодня я уже говорил, еще раз скажу. Сегодня много в интернете, в чатах создают всяких структур. Вот говорят, вот регион там такой-то, вот я вот от такого-то региона. Вот мне просто честно, я вот, сейчас скажу так, как я думаю, считаю, и мы считаем. Мне не интересен человек с региона, за которым никого нет. Он там сидит один в скайпе и заявляет от всего региона. Вот мне не интересен такой человек, понимаете, который ничего на земле не делает. Нам сегодня нужны в регионах люди, которые реально что-то делают, и за которыми реально стоят люди. Да, согласна. Вот такие люди нам нужны. Грязь поливают только. Вот такие люди нам нужны, потому что сегодня речь идет, мы для чего съезд говорим сейчас, это собирать этот съезд. Ведь это же мы должны из депутатов, из этих, делегатов этого съезда, мы же должны будем приступить к формированию Верховного Совета РСФСР, понимаете? Снизу вверх. Да, снизу вверх обязательно. Да, снизу вверх. И туда должны зайти достойные люди, представители ученого мира. Да. Обязательно, а не так, что как вот, приходится разговаривать с разными людьми. Я говорю, у нас зачастую ситуация очень интересная получается. У нас движение это рабоче-крестьянское какое-то. Что-то не видно, это самое. Но есть люди, я не говорю, что прямо вообще никого нет. Есть люди, которые действительно ученые у нас в Удмуртии, они нас поддерживают. Вот в частности по замерам базовых станций, вот, нам помог ИЖГТУ, и ученый помог Гелий Васильевич Ломаев.
нам предоставили оборудование, они нас научили, как правильно замеры делать в базовых станциях. Они нам акт предоставили, то есть все, протоколы составили. Отправили Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, естественно, отписался. То есть ученые это помогают, все вот это вот, не совсем все так плохо. Есть нормальные, есть самое интересное, есть такие наработки ученых, которые, если мы начнем применять, мы просто улетим вообще. Я тоже знаю таких. Вот, их все больше будет с каждым днем сейчас. По мере геноцида, то, что сейчас открытый пошел геноцид. Вчерашнее видео, это просто шок, что полиция творит. Это открытый геноцид. И ученые, и научные работники, и грамотные специалисты всех областей. И в Ижевске обращайтесь к Александру Вячеславовичу, в Краснодаре обращайтесь к нам, на Пирогова 12, Краснодар. Максимально сейчас, максимальный набор во все исполнительные комитеты, и в экономический, и в юридический, и в сельскохозяйственный, и в промышленности. Максимально мы сейчас формируем свои отделы, комитеты всех областей нашей жизни, отраслей экономики. Я думаю, что вы тоже нуждаетесь в специалистах, да? Объявим максимально. Конечно. И вот разговариваем постоянно с дагестанским исполкомом. Тоже попросила Лариса объявить, что в Дагестан требуются специалисты, ученые, экономисты, юристы. Все максимально грамотные люди. И Осетия сейчас, вот прямо мы видим, что в Осетии происходит. 20-го сход граждан будет Осетия свободная. То есть давайте все, действительно, мы, может быть, запланируем скайп-встречу. Сегодня у нас что, пятница? Чтобы не откладывая. Конкретно, допустим, вот я запущу на главный свой YouTube-канал это видео. И мы призовем в скайпе встретиться, вот ссылочку дадим под видео, именно исполкомы, уже сформированные и народные депутаты, обладающие мандатом доверия народа. Не просто блогеры какие-то диваны, а именно за кем стоят люди. Вот этих, да, людей мы будем сейчас собирать, советских. Именно, Марина, именно вот давайте этим, да. Сегодня у нас 17-е, да, суббота-воскресенье. Но давайте не откладывая, понедельник хороший день. Понедельник на 20 часов, давайте. Давайте, я только понедельник на 20 часов уже в скайп по Москве, мы приглашаем. Да, Марина? Да, по Москве. Вот как сегодня же по Москве, в 20 часов, понедельник, через 3 дня мы приглашаем 20 апреля в скайп-конференцию все движения, направления советской власти, исполкомы, депутаты, именно у кого есть, за кем стоит народ. Не кто-то там в онлайне, правильно вы сказали. Вот этих диванных блогеров нам не нужно, а именно у кого есть группы, у кого есть действия конкретные, за кем стоит народ. В 20:00 собираемся в скайпе, приглашение размещу под видео, и будем уже про чрезвычайный съезд взаимодействовать, общаться и решать уже совместно. Да? Да, именно так. Давайте на первое время, уже 50 минут мы, да, чтобы видео не затягивать. На сегодня мы можем пока закончить. В понедельник 20:00 встречаемся. Я тоже приглашу Дагестан, приглашу Осетию, приглашу Ростов. У меня связи все, Москва, исполком, Моссовет, позовем Моссовет. И, всех, кого знаю, я тоже позову их. И вы тоже зовите ваших соседей, кого вы говорили, да? Какие города, вот вы говорили с вами? Свердловск, другие. Благодарю вас за то, что вы первые молодцы, вышли инициативно. Я очень была рада, когда созвонились, что Ижевск, Удмуртия. Тоже эта тема мне близка. У меня дедушка чуваш. И такие вот малые народы коренные очень сильно сейчас страдают от Российской Федерации. Поэтому благодарю за то, что позвонили, за то, что начали диалог, открытый человеческий диалог. И давайте в заключение буквально пожелания зрителям нашим, всему народу, может, обращение какое-то. Давайте, Александр Вячеславович, вы. У меня пожелание какое? Значит, смотрите, все, что сегодня Российская Федерация делает, она делает во благо нашему движению. Вы должны это понимать, потому что
уже говорил, те, которые относились к нам как-то с усмешкой, сегодня они сами все начали понимать. И сегодня люди ищут, кому обратиться на местах, чтобы объяснили, что дальше делать в этой ситуации. Где найти защиту? Защиты у нас нет, защита в самих нас находится, понимаете? Мы объединяемся, и мы сами себя будем защищать, наши семьи, наши дома. Поэтому я сегодня говорю, еще раз обращаюсь ко всем, находите в своих регионах структуры, которые сейчас создают граждане Советского Союза, советы народных депутатов, исполнительные комитеты, там, где формируется МВД, возможно, ДНД. А эти люди, как правило, не прячутся ни от кого, они открыто действуют, так как мы. Вы просто не интересуетесь, но вы поинтересуетесь. И вступайте в эти структуры. Не бойтесь ничего. Кроме нас никто ничего не сделает. Благодарю. Да, Сергей? Да, я в свою очередь коротко тоже скажу, что пришло время нам объединяться. И ошибки делать надо. Главное их не повторять. Вот это то, что мы должны сейчас переболеть, как говорится, как я уже говорил, детскими болезнями в детстве. Пора нам уже всем собрать свою силу, волю в кулак и провести то, что мы всегда хотели сделать. Собрать Союз СССР. Вот к чему стремимся и к чему мы должны прийти. Благодарю. Благодарю. Ну, подведем это. В общем, абсолютно четко с вами согласна, что мы объединяемся на основе советской государственности. Другого нам не нужно никакого, каких-то экспромтов и нововведений. Разрабатываем повестку чрезвычайного съезда, спрашиваем народ о проведении чрезвычайном съезде, мнение народа. Пожалуйста, всех подписчиков попрошу высказаться обязательно. Можно здесь под видео, можно в телеграм-чате СССР Народный. Обязательно. Нам только действовать при поддержке народа, всем нам снимать короны, объединяться и садиться за круглый стол вот этого чрезвычайного съезда. Благодарю вас, уважаемые соратники. Уже смело могу вас назвать соратниками, несмотря что вы община коренных народов Удмуртии, а мы советский народ города Краснодара, Краснодарского края, кого я представляю, нашу дружную команду. Всем вам привет. Я им сказала, что я выхожу сегодня на связь с Удмуртией. Очень вам большой привет передают. Тоже все наши вас смотрят, тоже знают вашу общину, ваши действия, поддерживают кооперацию, наши передали. У нас тоже хорошее фермерское движение в Краснодаре крае, кооперация. И многие наши соратники сейчас тоже участвуют в посевной. Вот мы с супругом уже тоже закупаем сейчас гусей, уток, взяли как бы пруд определенные тоже действия фермерские. Нам нужно однозначно, важнейший вопрос – это создать подушку продовольственной безопасности, чтобы нам не умереть с голода. Все, уважаемые коллеги, соратники, до свидания. Благодарю вас за человеческое такое доброе общение. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. А как ваш YouTube-канал правильно называется? Александр Булдаков, да? Да, Александр Булдаков, да. Марин, я тебе сброшу в WhatsApp, ты можешь записать, я тебе сброшу сейчас в WhatsApp. Да, сбросьте. У тебя мой канал есть, Сашин, я у Александра сброшу. Да, я попрошу всех своих подписчиков, подпишитесь на YouTube-канал Александр Булдаков. Сейчас вот глаза в глаза друг другу посмотрели. Очень мне отзывается по сердцу этот человек Александр Вячеславович. Поэтому смело могу прям вот интуитивно рекомендовать всем своим подписчикам подписаться дружно на YouTube-канал Александр Булдаков, поддержать его подпиской. До свидания, уважаемые мужчины. Благодарю вас. До свидания, до новых встреч. До понедельника 20:00.